Друзья, поздравляем всех казахстанцев с праздником Дня Благодарности. В первый день весны 1995 года по инициативе главы государства создана Ассамблея народа Казахстана. Спустя 20 лет на 22-й сессии Ассамблея народа Казахстана поддержала предложение первого президента отмечать День Благодарности 1 марта. Этот день стал ярким праздником милосердия, дружбы, любви всех казахстанцев друг к другу. Не секрет, что современная многонациональная семья Казахстана – это результат нескольких миграционных волн, вызванных политикой советской власти, когда в республику в разные годы были депортированы целые народы. И представители этих народов выгружали из вагонов прямо в голой степи. А казахские семьи, сами находившиеся в крайней нужде, принимали их в свои саманные дома. Так, только в начале 20 века в Казахстан прибыли 1 150 000 человек из России, Украины и Белоруссии. В 30-е годы прошлого века, во время коллективизации, в нашу страну сосланы еще 250 000 раскулаченных крестьян. При сталинском режиме депортированы 800 000 немцев, 102 000 поляков, 550 000 представителей народов Северного Кавказа и около 100 000 корейских семей с Дальнего Востока. Также порядка 1 200 000 человек со всех уголков СССР переселено на строительство промышленных объектов. И то, как все эти люди смогли устроиться и выжить, огромная заслуга всего народа Казахстана. День благодарности – это прежде всего день торжества национальной политики мира и согласия, благодаря которой в Казахстане царят гармония, взаимное доверие и уважение всех казахстанцев. Это низкий поклон казахской земле и народу, принявшему по-братски миллионы людей разных этносов, приехавших в Казахстан не по своей воле. Учреждение данного праздника в стране – это дань уважения и благодарности всех этносов друг другу и казахам, проявившим милосердие и принявшим этих людей как родных.